Хлопзику, Хатырскуасысча. Добрый вечер, дорогие гости, уважаемые меломаны, любители музыки и начинающие и профессиональные музыканты. Спасибо вам за то, что вы сегодня в этот вечер с нами. Он будет долгим и длинным, потому что у нас сегодня необычная встреча. Это не только концерт, но и торжественная церемония награждения победителей конкурса лаборатории Алисы Гицба. Сегодня мы закрываем второй этап международного музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицба, который уже в третий раз проходит при поддержке правительства Республики Абхазия. И в этом году наш проект также получил еще и поддержку Президентского фонда культурных инициатив в России. Для нас это большая честь и большая ответственность. Во время первого тура конкурса в этом году было подано рекордное количество заявок на участие. Около 200 заявок от вокалистов и 24 от камерных ансамблей. В результате отбора ко второму туру было допущено 111 вокалистов и 59 музыкантов-инструменталистов из 10 стран мира. Торжественное открытие лаборатории прошло 16 октября в Москве, в Малом зале Московской консерватории. Ну, а лучше всего эту историю расскажет вам художественный руководитель и инициатор музыкальной лаборатории конкурса, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера» Алиса Гицба. Хлопзику, Хатырскуасысча. Это бывших Хасас. Очень сложно собраться с мыслями, потому что нами пройден огромный путь, марафон. И пройти этот путь мне помогли мои друзья, мои коллеги, члены жюри. Я хочу вам их всех представить. Многих из них вы уже знаете, а некоторые из них для вас новые люди. Начну я с заслуженной артистки России, солистки Московской государственной академической филармонии имени Чайковского, приглашенной солистки Большого театра России, преподавателя кафедры сольное академическое пение в Российской академии музыки имени Гнесиных Яны Иваниловой. Новый для нас человек, но однажды он уже побывал в Абхазии и даже принимал участие в концерте в Абхазии. Но во второй раз вернулся сюда уже спустя определенное количество времени. Это солист Большого театра, заслуженный артист России, преподаватель кафедры сольного академического пения Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Роман Муравицкий, тенор. Впервые в нашем конкурсе в качестве члена жюри принял участие известный музыкант и в России, и в Абхазии, заслуженный артист России и Абхазии, художественный руководитель и главный дирижер капеллы «Москва» имени Вадима Судакова Анатолий Судаков. К сожалению, он срочно вылетел в Москву, поэтому мы приветствуем его так. И, наконец, сбылась наша совместная мечта. Наша испанско-абхазка или абхазско-испанка Виктория Фернандес наконец приехала к нам и приняла участие тоже также и в экспертном совете, и в жюри. Виктория Фернандес – продюсер, музыкант, блогер, менеджер и пианистка. Художественный руководитель Москонцерта, лауреат международных конкурсов, российская пианистка Басиня Шульман. Заслуженный артист России, художественный руководитель квартета имени Глинки Олег Смирнов. Художественный руководитель Воронежской академической государственной филармонии
Ирина Вралева. И впервые к нам в республику приехала известная скрипачка, заслуженная артистка России Елена Ревич. И также мы приветствуем арт-директора нашего конкурса лаборатории Алексея Еник. Но конкурс от лаборатории отличается тем, что помимо членов жюри в лаборатории есть еще эксперты. Некоторые эксперты были по совместительству также членами жюри, а некоторые просто приглашенными экспертами. Вы знаете, впервые в истории абхазской культуры состоялась лекция о взаимных отношениях России и Абхазии, которая прослеживала путь этих взаимоотношений от древности до наших времен. И эту лекцию с большим блеском прочитала Асида Царгуш, наш известный музыковед, заслуженный деятель искусств Абхазии. Большое ей спасибо за это. Ее лекцию в онлайн просмотрело более 3000 человек. И также состоялся ответ из Абхазии в Россию. И лекцию эту прочитал наш любимый всеми дирижер, профессор АГУ, народный артист Абхазии Надар Джанба. Вот он здесь, хотим поприветствовать и поблагодарить его. И благодаря тому, что у нас собралась такая потрясающая команда профессионалов, состоялся этот конкурс «Лаборатория». Но это еще не конец. С января по июнь мы будем проводить большие концерты с участием наших победителей. И не только лауреатов, но еще и обладателей спецпризов. И все остальное подробнее вам расскажет заслуженная артистка Абхазии, художественный руководитель филармонии имени Раждена Гумба Эсма Джения. Мы еще раз благодарим за всестороннюю поддержку правительства и Министерства культуры Республики Абхазия, администрацию города Сухум, Абхазскую государственную филармонию имени Раждена Гумба и музыкальное училище имени Алексея Чичба. Подготовка конкурса – это колоссальная работа, и оргкомитет и партнеры хотят отметить особенно одного из сотрудников, генерального продюсера музыкального конкурса лаборатории Наталью Атякшеву. Пожалуйста, на сцену, Наталья. Диплом за верность профессии. От лица Алисы Гицба, художественного руководителя конкурса и председателя жюри, позвольте поблагодарить спонсоров и партнеров конкурса. Благодарность за партнерство нашему генеральному спонсору «Атомэнергосбыт», партнерам конкурса Государственному учреждению культуры города Москвы «Москонцерту», Воронежской государственной филармонии, Московскому музыкальному театру «Геликон Опера», Мемориальному музыкальному музею-заповедника Петра Ильича Чайковского, Саратовской государственной филармонии, Государственному театру оперы и балета имени Яушева, турфирме «Аква Абаза». Стратегическим партнером конкурса являются благотворительный фонд «Качество жизни», Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, оператор сотовой связи «Аквафон», Международный союз музыкальных деятелей. Я думаю, они заслуживают аплодисментов. Нашим информационным партнером являются Абхазская государственная телерадиокомпания и отдельная благодарность Ирине Агарба, телевидение Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, информационное агентство «Спутник Абхазия», радио «Орфей», New Pride FM, информационное агентство МОС Ньюс, типографии «Астрель», издательство «Внешторгиздат», видеостудия «Основа», «Каролина Дизайн» за этот роскошный декор цветочный и так нужное всем участникам и даже экспертному жюри «Вода», которая сопровождала все эти конкурсные дни. Кодор. Спасибо большое. Итак, мы начинаем.
Предоставляем слово руководителю Россотрудничества Куликову Владиславу Геннадьевичу. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поздравить вас со знаковым событием в культурной жизни Абхазии, третьим ежегодным международным музыкальным конкурсом музыкальной лаборатории Алисы Гицба. Убежден, что этот проект является прочной основой для дальнейшего развития двустороннего межгосударственного диалога в области культуры и искусства. В этот знаменательный день особые слова благодарности следуют в адрес автора проекта, его идейного вдохновителя, народной артистки Республики Абхазия и заслуженной артистки Российской Федерации Алисы Шаловны Гицба за особый вклад в развитие культуры и искусства на благо народов наших стран. Благодарны и всем организаторам данного мероприятия, который поддержал в том числе и Президентский фонд культурных инициатив. Желаю международному музыкальному конкурсу больших успехов и многих лет процветания. Благодарю за внимание. Ну а теперь самая интересная часть. Мы приглашаем на сцену финалистов третьего тура. Пожалуйста, дорогие друзья, поднимайтесь на сцену. Мы оставили вам уголочек. Такие у нас замечательные участники, финалисты конкурса. И сейчас все с нетерпением ждут результатов. Какие-то результаты известны, какие-то еще нет. Поэтому, я думаю, для многих будет тоже удивление и сюрприз. И для меня большая честь объявить эти результаты. Спецприз в номинации «Искусство ансамбля». Приз от члена Союза композиторов Германии Хиблы Амичба. Запись сочинения Хиблы Амичба для инструментального трио «Променад Абхазия» в составе Анастасия Курочкина, флейта, Анастасия Зиньковская, гитара, Стелла Борисова, скрипка. Девушки у нас еще и будут принимать участие в музыкальной части, поэтому они готовятся к выходу. Звание лауреата в номинации «Искусство ансамбля» присуждается. Лауреатом третьей премии становится российский дуэт из Томска в составе Семен Промоэ, скрипка, Дарья Махтаева, фортепиано. Лауреаты третьей премии «Квартет Анима. Москва. Россия» в составе Агафья Григорьева, скрипка, Ангелина Гвоздарева, скрипка, Екатерина Расулова, альт, Владислав Алмакаев, виолончель. Вторая премия присуждается дуэту «Ла Пассионе» в составе Марк Рейнский, скрипка, Россия, Великобритания, Джованна Александра Раппа, фортепиано, Россия, Германия.
Вторая премия достается и дуэту из Московской консерватории в составе Екатерины Расуловой, альт, Елизаветы Янюшкиной, фортепиано. Лауреаты первой премии – дуэт из Татарстана Яков Асташин, скрипка, Саид Хусаинов, фортепиано. Первая премия с очень необычным для музыкантов названием «Вокальный дуэт «Кластер». Россия-Абхазия в составе Софья Сакания, сопрано, Мария Самусева, меццо-сопрано. Это неугомонные девушки. Софье не хватило гран-при прошлогоднего, она решила еще раз попытать счастье, но теперь уже в другой номинации. Молодец. А Мария Самусева, лауреат третьей премии прошлого конкурса. Вот такие у нас гитсбики. Спецпризы в номинации «Сольное вокальное исполнительство». Приз для всех финалистов международного музыкального конкурса «Лаборатория» Алисы Гицба на участие в гала-концертах лауреатов. Приз для всех финалистов от фонда Ирины Самодаевой. Выступление на телевидении Мексики. Приз от Международного союза музыкальных деятелей России на проведение концерта в концертном зале имени Ирины Архиповой в 2025 году. Юлия Герасимова, Матвей Пасхальский, Юаньсай. Спецприз от Саратовской областной филармонии имени Шнитке. Гала-концерт с участием Даниила Санитара, Андрея Логвинова, Анны Кучерявой, Натальи Ленючевой, Алисы Федоренко. Спецприз от Воронежской госфилармонии. Участие в гала-концертах лауреатов конкурса для Валерия Макарова, Максима Сударева, Юлии Герасимовой, Анастасии Лаптевой, Анастасии Колотовой. Спецприз от Москонцерта. Участие в концертах для Валерия Макарова, Жанны Худовердян, Анастасии Волковой, Даниила Санитара, Маргариты Шелухиной, Анастасии Лаптевой. Спецприз «Артист Орфея» от телерадиоцентра радиостанции «Орфей». Интервью с победителем вручается Валерию Макарову. Приз от члена жюри Анатолия Судакова. Участие в концертах Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Маргарита Шелухина, Меружан Сарксян. Приз от члена жюри Яны Иваниловой. Участие в абонементах Московской государственной филармонии для Валерия Макарова, Маргариты Шелухиной, Екатерины Французовой и Анастасии Поповой.
Приз за лучшее исполнение произведения Михаила Ивановича Глинки. Анастасия Колотова, Воронежский государственный театр оперы и балета. Приз за лучшее исполнение произведения Римского-Корсакова. Гульнара Валеева, Башкирский академический театр оперы и балета. Спецприз от Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Сольный концерт в «Геликон-опере» для Маргариты Шелухиной и Даниила Санитара. Звание лучшего концертмейстера конкурса лаборатории присуждается Виктории Ивановой и Антонине Кадобновой. Вы не знаете, какой адский труд стоит за плечами этой хрупкой женщины. Она аккомпанировала на всех мастер-классах в Москве, здесь, в Сухуми. Она аккомпанировала доброй половине, больше половины всех участников, а это на минуточку, по 4 произведения каждый участник, а всего их было сколько? 30 вокалистов, ну 27 доехала до Абхазии. Поэтому, Виктория, низкий поклон. Приз «Надежда Абхазии» от председателя жюри, художественного руководителя конкурса лаборатории Алисы Гицба на участие в гала-концертах лауреатов вручается Амре Барганджи, сопрано Абхазия. К сожалению, Амра заболела, улетела в Москву лечиться, но передавала всем большой привет. И сейчас новый для нашего конкурса приз. Спецприз от первой леди Абхазии Аэлиты Максимовны Ахиба. Вручается студентке Московской консерватории Ярне Сымсым. Алексей Алексеевич, добрый вечер, дорогие друзья. С огромным удовольствием вручаю эту награду милой Ярне Рабай. Милой Ярне. Вот. У меня есть твердая уверенность в том, что это не последняя награда, что в твоей творческой деятельности будет очень много наград и успешных выступлений на радость нам, вашим родителям. Вот, поэтому будем болеть за вас на всех остальных конкурсах и будем, так сказать, гордиться. Всем участникам этого конкурса, даже тем, кто не получили каких-то наград материальных, что они уже победители, потому что они сделали огромный шаг вперед на пути к своему творческому успеху в следующие разы. И хотела сказать огромное спасибо Алисе Шаловне, ее команде за колоссальный титанический труд, за эту красоту. Такие чарующие звуки мы сегодня услышим, которые трогают нашу душу. И вы знаете, хотела сказать выразить огромную благодарность за то, что вы назвали этот конкурс так мудро, своевременно, так глубоко. Диалоги, музыка, диалог без границ и расстояния. Вы знаете, это так глубоко тронуло всех нас. У нас огромная к вам благодарность. Мы желаем вам всяческих успехов. Мы гордимся вами всегда и очень любим вас. Вот. И всем желаю мира и добра. Спасибо огромное.
Еще одна очень волнительная часть. Лауреаты в номинации «Сольное вокальное исполнительство». Третья премия присуждается Маргарите Шелухиной, сопрано, Россия, Армения. Третья премия Гульнара Валеева, сопрано, Башкортостан. Еще одна третья премия Максим Сударев, баритон, Самара, Россия. Вторая премия Жанна Худовердян, сопрано, Москва. Вторая премия Юлия Герасимова, сопрано, Москва. Я хочу сказать по поводу Юлии Герасимовой. Она в прошлом году безуспешно приняла участие в нашем конкурсе, ей просто не повезло, она получила только диплом. Но тем не менее, она участвовала в наших гала-концертах, целый год готовилась к новому конкурсу, и вот это случилось. Она стала обладателем второй премии. Это к тому, что надо всегда идти к своей цели. Молодец. Первая премия Анастасия Лаптева, сопрано, Москва. Первая премия присуждается Анастасии Колотовой, сопрано, Воронеж. Ну и самый ответственный момент. Там не написана фамилия? Нет? Тогда зачитаю я. Гран-при международного музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицба присуждается Валерию Макарову, тенор, Москва. Дорогие друзья, уважаемые члены жюри, дорогие ребята, участники, для меня сегодня действительно огромный праздник и большая честь теперь носить звание обладателя гран-при этого конкурса. И волнительно это так прежде всего, потому что в этой стране родился мой дедушка, мой отец. К сожалению, сейчас мой папа живет в другом городе, но каждый раз, когда я приезжаю в это место, я чувствую какие-то непередаваемые эмоции, какую-то действительно творческую энергию. И чтобы приехать на этот конкурс, было очень много препятствий, преодолений, но действительно
есть чудо, и нам ничего не помешало, и недолгий перелет, и даже свет, который выключился во время выступления. И хочется сказать огромную благодарность всем, кто проводит этот конкурс, потому что за моими плечами участие и во многих европейских конкурсах, но такой заботы о участниках, действительно такой трепетности и такой организации процесса мне мало где приходилось встречать. И спасибо огромное дорогой Алисе, потрясающей певице и в то же время вот такой открывателю новых талантов. И я хочу пожелать, чтобы этот конкурс был не последним и с каждым годом открывал только новые и новые имена, новые таланты. А я со своей стороны всегда буду рад помочь, поддержать все ваши проекты. Дорогие участники, огромное вам спасибо действительно за упорство, за волю к победе, за то, что вы не испугались пересечения границ, не испугались каких-то новостей, которые только пугают, к сожалению. Занимайтесь, трудитесь, работайте и возвращайтесь на наши концерты и конкурсы. Спасибо вам большое. Занимайте место в зале. Впереди интересная программа. А сейчас у вас появится возможность услышать все эти голоса на сцене. К нам приехал Воронежский академический симфонический оркестр, и в ансамбле с нашим государственным камерным оркестром и дирижерами Давидом Терзян, народным артистом Республики Абхазия Давидом Терзян, заслуженным артистом России Игорем Вербицким мы сейчас проведем концерт лауреатов и с участием нашего уважаемого жюри. Спасибо. Я приглашаю на сцену членов жюри, заслуженную артистку России Елену Ревич, скрипка, и лауреата международных конкурсов, российскую пианистку Басинию Шульман. Наши музыканты начнут концертную часть с «Прекрасного вечера» Клода Дебюсси. Это название пьесы. «Прекрасный вечер» Дебюсси.
Джордж Гершвин. It ain't necessarily so. Простите мне дерзость мою из оперы «Порги и Бесс». Альфред Шнитке. Соната для скрипки и фортепиано номер 1. Финал. Исполняют лауреаты первой премии в номинации «Искусство ансамбля», дуэт из Татарстана, Яков Асташин, скрипка, Саид Хусаинов, фортепиано.
Большое спасибо нашим участникам. Это была лишь камерная часть нашего гала-концерта. А сейчас мы должны подготовить сцену для того, чтобы на ней разместились два оркестра. Наши любимцы — Государственный камерный оркестр Абхазии и гости Абхазии — Воронежский академический симфонический оркестр. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». На сцене Воронежский академический симфонический оркестр и Государственный камерный оркестр Абхазии. Дирижер, заслуженный деятель искусств Воронежской области, кавалер второй степени Ордена за заслуги перед Отечеством Игорь Вербицкий.
Доницетти, каватина Лючии из оперы «Лючия де ля Мермур». Исполняет лауреат третьей премии Гульнара Валеева.
Чайковский, речитатив и ариоза Лизы из оперы «Пиковая дама». Исполняет лауреат третьей премии Маргарита Шелухина.
Леон Кавалло, пролог из оперы «Паяцци». Исполняет обладатель 3-й премии Максим Сударев. Si può, signore, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere le vecchie usanze e a voi di nuovo inviami. Ma non per dirvi come pria, le lacrime che ne versiam son false delle spasmi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita, e mia per massima son che l'artista è un uomo, e che per uomini scrivere deve, ed ai vero ispiravosi. Un nido di memorie in fondo all'anima cantava un giorno, ed ei con quelle lacrime scrisse ei singhiozzi, il tempo li battevano. Dunque vedrete amar si come s'amano gli esseri umani. Vedrete l'odio i tristi frutti del dolor, gli spasimi, l'odio che risarcite. E voi, piuttosto che le nostre povere gabane di strioli, le nostre anime buone siderate, siamo uomini di carne ed ossa, e che di questo mondo al pari di voi spigliamo il concetto vi dissi
ascoltate come li ascolta. Andiamo, incominciate. Римский Корсаков. Ария шимаханской царицы из оперы «Золотой петушок». Исполняет лауреат второй премии Жанна Худовердян.
Пучини, монолог Чио-Чио-сан из оперы «Мадам Баттерфляй». Исполняет лауреат второй премии Юлия Герасимова. За дирижерским пультом народный артист Республики Абхазия Давид Терзян. Pace, perché
Пучини, ария Каварадосси из оперы «Тоска». Исполняет член жюри конкурса, заслуженный артист России, солист Большого театра России Роман Муравицкий. E lucevan le stelle ed olezzava la terra strinea l'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena entrava la fragrante mi cadea fra le braccia dolci baci languide carezze mentre io fremente le belle forme di solia dai svani per sempre il sogno mio d'amore l'ora è fuggita e muoia disperato e muoia disperato mai tanto la vita tanto la vita. Оффенбах, Баркарола из оперы «Сказки Гофмана». Исполняет вокальный дуэт, лауреаты первой премии в номинации «Искусство ансамбля», дуэт «Кластер». Et
Верди, ария Виолетты из оперы «Травиата». На сцене лауреат первой премии Анастасия Лаптева. За дирижерским пультом маэстро Игорь Вербицкий.
Доницетти, куплеты Марии из оперы «Дочь полка». Солистка, лауреат первой премии Анастасия Колотова. Доницетти, каватина Тонио из оперы «Дочь полка». На сцене обладатель гран-при конкурса лаборатории Алисы Гицба Валерий Макаров.
de fête, je vais marcher sous le drapeau. À mes amis, que jour de fête, je vais marcher sous le drapeau. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais m'énerve. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sur le drapeau, je vais marcher sur le drapeau. Oui, seul pour qui je respire, avec me daigner sourire, à ces doux espoirs de bonheur, trouble ma raison et mon cœur. À mes amis, que jour de fête, je vais marcher sous le drapeau. À mes amis, que jour de fête, je vais marcher sous le drapeau. Je vais marcher sous le drapeau, je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous le drapeau. Pour mon âme, quel destin! Je s'enflamme, je s'amène. Jour prospère, me voici, militaire Marie, par mon âme, quel destin! Je s'enflamme, je s'amène. Je fais serment pour m'aimer, quel destin! Je s'enflamme, je s'amène. Jour prospère, me voici, militaire Marie, pour m'aimer, quel destin! Je s'enflamme, je s'amène. Me voici, militaire Marie, me voici, militaire Пучини «Молитва Тоски» из оперы «Тоска». На сцене художественный руководитель конкурса, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Геликон оперы Алиса Гицба. Дирижер маэстро Давид Терзян.
Константин Ченгелия, «Абхазское каприччо», исполняет сводный оркестр.
завершение концерта «Каньо. Влюбленный солдат» исполняют все участники сегодняшнего концерта: солисты Роман Муравицкий, Валерий Макаров. Stai lontano questo cuore, a te vuole un tuo pensiero. Niente di bello, niente spero, cade, non dimostrerai teme. Sii sicura che st'amore, oh, e sono sicura te. Не стану, в сердце все одно и то же. Нет на свете ничего дороже, быть всегда хочу с тобой. Сердцу нанесла ты рану, и мою спокой. Ой, Воронежский академический симфонический оркестр, Государственный камерный оркестр Абхазии, маэстро Давид Терзян, маэстро Игорь Вербицкий. Дорогие друзья, международный музыкальный конкурс лаборатории Алисы Гицба 2024 подошел к концу. Сегодня состоялась церемония награждения и торжественный гала-концерт. Но завтра в Пицунде этот концерт переезжает в органный зал, и мы можем еще раз послушать полюбившиеся нам номера. В Пицунде в 15:00. Ждем вас всех. Большое спасибо всем участникам. Огромное спасибо солистам, конкурсантам, оргкомитету, зрителю, техническому составу филармонии и АГТРК, которые обеспечили вещание, которые обеспечили звук и свет сегодняшнего концерта. Для нас конкурс завершился, но для участников, победителей он продолжается весь следующий год, поэтому, ребята, не отдыхайте, не расслабляйтесь. Музыка – это прежде всего диалог без границ и расстояния. Да будет так во веки вечные. До встречи!